Добрый вечер, друзья мои. Я очень рада нашей новой встрече. Всем привет! Ой, ты вовремя! Сегодня я приготовила для вас грузинскую народную сказку. А про кого? Сказка называется «Рогатый царь». Будем слушать? Да! Ну что же, друзья мои, устраивайтесь поудобнее, наша сказка начинается. У одного царя на голове росли рога. Но никто не знал этого, никому не показывался царь без короны. Цирюльников же, которые его стригли, царь тотчас обезглавливал, чтобы они не разнесли весть о его позоре. Дошла очередь до одного бедного цирюльника. Знает он, что никто живым от царя не ушел, попрощался с родными и приготовился к смерти. Пришел, стал стричь царя и видит рога. Удивился, но виду не показал и ничего не сказал. Вот понравилось царю его поведение, и решил он не казнить. И говорит: «Если только проговоришься где о том, что видел, тотчас голову сниму». И отпустил его. Приходит цирюльник домой, окружили его родные, спрашивают, как же он спасся. Молчит цирюльник, не издает и звука, боится. Стал он пухнуть, распирает его от желания рассказать, что у царя рога растут. Молчал, да так его раздуло, что живот до подбородка дошел. Нет сил больше терпеть, вот-вот помрет. Побежал цирюльник на болото, к тростникам. Взял один стебель, огляделся кругом, нет ли кого, и закричал: «А у нашего царя растут рога!» Прокричал он, и тотчас ему полегчало. Ой, живот опал, выздоровел цирюльник. Но случилось так, что один путник срезал тот стебель и сделал из него дудочку. Дунул он в нее, и запела дудка: «А у нашего царя растут рога!» Дошло до царя, что на всех площадях о его рогах кричат. Ох, рассвирепел царь! Велел он привести к себе цирюльника. «Это ты рассказал всем о моих рогах?» «Нет, — говорит цирюльник, — я никому не рассказывал». «Но отчего же дудят все, что у меня рога растут?» «Ой, ну хорошо, — говорит цирюльник, — вызовите того, кто дудит. Возьмите у него дудку и дуньте в нее сами. Вот увидите, прав я или нет». Делать нечего, приказал царь принести ему дудку. Взял царь, дунул в нее, и запела она при всем честном народе: «А у нашего царя растут рога». Ох, и обозлился же царь, но не мог он казнить цирюльника за то, что сам всенародно и объявил. Вот так вот и спасся наш умный цирюльник. Понравилась тебе сказка? Да! Друзья мои, а нам пришло время ложиться спать. Всем спокойной ночи! Сладких вам снов, друзья мои!